Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы расскажем вам о деятельности профсоюза работников образования и ответим на все ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. Заключительная программа семинара в форме диалога участников с лекторами на базе курорта Серноводск-Кавказский с целью системного обучения и отдыха членов профсоюза. В Доме профсоюзов состоялся ежегодный юбилейный шахматный турнир «Кубок профсоюзов», приуроченный ко дню рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмадхаджи Кадырова. Профсоюзный календарь второго полугодия, план мероприятий обсуждали на очередном заседании Президиума Республиканского совета профсоюза. 10 дней провели профсоюзные кураторы в Серноводске на базе курорта Серноводск-Кавказский с целью системного обучения и отдыха членов профсоюза. Заключительная программа семинара проводилась в форме диалога участников с лекторами. Смотрим сюжет. В июле на базе курорта Серноводск-Кавказский с целью системного обучения открылся семинар для кураторов первичных профсоюзных организаций, инициатором которого является Рессовет профсоюза образования. Республиканское лечебно-диагностическое реабилитационное учреждение Серноводск-Кавказский принял у себя участников профсоюзного семинара. Санаторий Серноводск-Кавказский – один из лучших в свое время здравниц России, даже не только России, но и Советского Союза. Сейчас он значительно обновился, похорошел, очень современное здание, современные удобные обслуживания. Поэтому мы решили очередной семинар нашего профсоюзного актива провести здесь, в Серноводске. Семинар продлился 10 дней. Времени было достаточно, чтобы усвоить полезную информацию для профактивистов и пообщаться с руководством. На второй день семинара был приглашен министр образования и науки Чеченской Республики Исмаил Байханов. Он рассказал участникам семинара, как обстоят дела в сфере образования в нашей республике. Также обсуждались самые актуальные вопросы касаемо единого государственного экзамена, разрешения проблем нехватки молодых специалистов в школах и об увольнениях педагогов-пенсионеров. Также на семинар кураторов первичных профсоюзных организаций приехали и известные научные деятели, дабы поделиться своим опытом работы с педагогами. За 10 дней семинара участники услышали лекции ведущих специалистов в сферах экономики, психологии, философии, истории, здравоохранения. Аман Тумитиева приехала из Веденского района, где она возглавляет первичную профсоюзную организацию «Школа номер 1». За 25 лет работы в школе ей впервые удалось побывать на семинаре такого масштаба. Она была приятно удивлена, когда узнала, что семинар будет не только познавательным, но также и оздоровительным. Мне очень понравились лекции, которые они с нами проводили, и практические занятия. Мне очень понравилось здесь все условия, конечно, и медицинские, и оздоровительные, все туда и входит. Персонал санатория, где проходил семинар, очень радушно приветствовал их с коллегами, говорит Аманту. По ее словам, на лекциях они узнали много нового и необходимого для кураторов первичных организаций. Слушатели, а их около 100 человек, также имели возможность ознакомиться с основными задачами и общими принципами деятельности кураторов и имели возможность поправить свое здоровье. Помимо занятий, ежедневно проходили оздоровительные процедуры, которые предоставляет санаторий. Заключительная программа семинара проводилась в форме диалога участников с лекторами. Тема первой лекции – состояние и перспективы развития медицины в Чеченской Республике, здоровье населения и факторы его улучшения. Ее вел начальник лечебного отдела Министерства здравоохранения Чеченской Республики Адис Эстоев. Пожалуй, нет того недуга, который не испытал бы на себе учились со стажем. И почти у каждого здесь какая-нибудь хроническое заболевание. Педагоги практически весь день проводят в школе, уроки, внеклассные мероприятия, проверка домашних заданий, педсовет и так далее и тому подобное. Точно, люди дают душу. С утра до самого вечера на 1,5 ставки, потом цавянчил-то уже ни до детей, ни до других. Лишь бы отдохнуть, завтра прийти. Это изо дня в день, 30 дней в месяц, 12 месяцев в году. Ах, я к чему сейчас иду? В целом рабочее время педагога 2-3 раза превышает недельную нагрузку. Неудивительно, что через 10-15 лет работы у многих учителей возникают так называемые педагогические кризы, выражающиеся неудовлетворенностью своим трудом.
В своем выступлении лектор рассказал о проблемах населения, которое зачастую не уделяет должного внимания своему здоровью. Врач перечислил некоторые заболевания, с которыми наиболее часто приходится сталкиваться жителям республики. Для того, чтобы вовремя выявить малейшее отклонение в организме, необходимо своевременно проходить диспансеризацию. Если вовремя диагностировать заболевание человека, то лечить его гораздо легче, отметил он. Казалось бы, зачем профактивистам-педагогам слушать лекции о диспансеризации? Но именно они должны заботиться не только об удобном расписании, трудовом договоре и других отношениях в коллективе, но и об оздоровлении своих подопечных, о том, каким должен быть порядок составления социального паспорта и его использования в деятельности профсоюзного комитета, рассказал заведующий правозащитным отделом Райсовета профсоюза Магомед Исраилов. Когда увольняют члена профсоюза по инициативе работодателя, должен ли работодатель учитывать мнение профсоюзного органа? Все, принято. А если увольняется член профсоюзного комитета, то есть то же самое. Трудовой кодекс предусматривает прямую обязанность работодателю учитывать мнение профсоюзного органа при принятии того или иного решения касательно работников. Итоги обучающего семинара подвел председатель профсоюза образования Хизир Берзелиев. Он поздравил всех участников с успешным окончанием семинара, призвал их применять полученные знания в своей педагогической и профсоюзной деятельности. Кроме профсоюзной работы, естественно, мы пытались на этом семинаре пригласить и широкий круг наших государственных, общественных, научных деятелей, с тем, чтобы у наших активистов, так сказать, кругозор был значительно шире. У нас здесь был министр образования и науки, у нас здесь был министр информации и печати, коротко так его можем назвать. У нас здесь были представители вузовской нашей науки, наши ученые, доктора наук, профессора. Словом, мы попытались, так сказать, широкий спектр интересов удовлетворить наших профсоюзных активистов. Мы полагаем, что в этом санатории Серноводск-Кавказский, оздоровить не только, скажем, и обучить, не только, скажем, наш наиболее, так сказать, значимый состав профсоюзного актива, но и всех председателей первичных организаций. У нас 800 первичных организаций, следовательно, все 800 председателей первичных организаций побывают здесь, на семинаре, и одновременно получат знания профсоюзной работы, и в то же время будут оздоравливаться. В завершении семинара состоялось вручение свидетельств всем слушателям обучающего семинара. В Доме профсоюзов состоялся юбилейный ежегодный шахматный турнир «Кубок профсоюзов», приуроченный дню рождения первого президента Чеченской республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Вот уже 10-й год подряд он проводится среди членов профсоюза. Кто же стал победителем в турнире, узнаем из следующего материала. 10-й год подряд в Грозном в Доме профсоюзов проводится юбилейный ежегодный шахматный турнир «Кубок профсоюзов», приуроченный ко дню рождения первого президента Чеченской республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Организатором турнира выступил Совет профсоюзов Чеченской республики во главе с его председателем Хусейном Салтагиреевым. Мы предыдущие 9 турниров проводили по кубковой системе и не допускали победителей и призеров на следующие турниры. А этот юбилейный мы сделали открытым для всех членов профсоюзов. Мы проводили объявления и по телевидению, и по радио, и электронных СМИ. Все желающие, которые уложили срок, подали вовремя заявку, они допущены к турниру. В этом году турнир будет проходить по швейцарской системе. Для нас это очень важное мероприятие. Мы готовимся к этому турниру сразу по завершении предыдущего турнира. Он для нас очень важен, и это не случайно. Очень много сделал Ахмат Хадж Кадыров для профсоюзов. Конечно, безусловно, поддержал он нас, когда мы восстанавливали профсоюзы республики. Традиция проводить ежегодный шахматный турнир «Кубок профсоюзов» прочно укоренилась в деятельности профсоюзов республики. В положении турнира определены цели и задачи турнира. Дань уважения первому президенту Чеченской республики, Герою России Ахмату Хаджи Кадырову, выявление сильнейших шахматистов, членов профсоюзов,
Популяризация шахмат, повышение мастерства и квалификации участников. Нынешний юбилейный шахматный турнир «Кубок профсоюзов» проводился по швейцарской системе, когда победителем становится шахматист, набравший наибольшее количество очков в личном зачете. И по швейцарской системе сегодня пройдет. Это 7 туров, независимо от того, проиграет ли человек в первом туре, он будет все 7 игр выиграет, будет играть, потому что бывает там случайная ошибка, он не выпадает из-за случайной ошибки, будет продолжать до тех пор, сколько он наберет очков за эти игры, 7 игр. В соревнованиях приняли участие члены профсоюзов всех отраслей республики. Всего около 40 участников. Главным судьей соревнований выступил, как всегда, вице-президент шахматной федерации Чеченской Республики Руслан Яндарбиев. По итогам компетентного жюри победителем турнира был признан Турпал Ларсанов, работник агропромышленного комплекса, тракторист из станицы Червленная Шелковского района. Он также представитель Чеченского регионального отделения профсоюза работников АПК. Он получил в качестве ценного приза большой ЖК-телевизор и кубок профсоюзов. Остальные победители также были награждены ценными призами, а всем участникам вручены шарфы с профсоюзной символикой. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Давайте посмотрим, с какими вопросами к ним обращаются работники образования. Юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. В преддверии нового учебного года классный руководитель попросил школьников сдать по 500 рублей на учебники. Правомерно ли это? В законе об образовании Чеченской Республики в пункте 1 13 статьи говорится, что обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Чеченской Республики и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и другие учебные методические материалы. Другими словами, учебники для учеников на время учебы в школе должны предоставляться бесплатно. У меня высшее медицинское образование. Работаю в школе учителем биологии. Администрация школы грозится меня уволить, мотивируя тем, что я не имею образовательного ценза. Правомерно ли это? 331 статья Трудового кодекса Российской Федерации определяет, что к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном федеральным законом об образовании в Российской Федерации. В пункте 1 статьи 46 данного закона установлено, что право на занятие педагогической деятельностью закреплено за лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие профессиональным стандартам. В свою очередь, в профессиональном стандарте, утвержденном приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18 октября 2013 года за номером 544-Н, к должностям учитель и воспитатель предъявлены следующие требования по образованию и обучению. Это высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки, образования и педагогика, или в области, соответствующей преподаваемому предмету с последующей профессиональной переподготовкой по профилю, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной организации. В вашем случае необходимо пройти переподготовку по профилю педагогической деятельности, так как у вас имеется образование в области, соответствующей преподаваемому предмету. Я работаю учителем информатики в школе. Директор поставил мне задачу – создать школьный сайт. Сайт я создал. Теперь он обязывает меня обслуживать его. При этом данную работу мне не оплачивают. Обязан ли я делать эту работу? Работодатель вправе требовать от вас выполнения только тех обязанностей, которые указаны в вашем трудовом договоре или в должностных инструкциях. Если в трудовом договоре не идет речи о ведении сайта, то вы не обязаны этим заниматься. А просто так в одностороннем порядке изменить ваши обязанности, дополнив их введением сайта нельзя, так как статья 72 Трудового кодекса Российской Федерации определяет, что изменение условий трудового договора допускается только по соглашению сторон, а соглашение должно заключаться обязательно в письменной форме. Если у вас появились вопросы, обязательно напишите письмо профсоюзу. Адрес видите на экране.
Учебный год начинается, значит, и в профсоюзе работы станет больше. Календарь второго полугодия получился насыщенным по количеству мероприятий. Работа финансово-хозяйственного отдела, проблемы обучения профсоюзного актива и организационно-уставные вопросы – все это обсуждали на очередном совещании Республиканского совета профсоюза. В общем, говорили о планах на второе полугодие текущего года. Председатель Республиканской организации профсоюза Хизир Магомедович Герзелиев выделил наиболее значимые мероприятия плана, среди которых подготовка к предстоящему профсоюзному форуму, который намечено провести 29 сентября с участием всех председателей первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений республики. В повестку дня форума включены наиболее острые вопросы, связанные с повышением качества профсоюзной деятельности. Мы здесь обозначили работу наших представителей в районах, что каждую неделю, 2 раза в неделю они должны посещать первичные организации, дабы знать деятельность той организации, вопросы, оказывать им методическую и практическую помощь. Мы для наших членов профсоюза еще организовываем культурные мероприятия, так как мы тесно работаем с республиканским государственным симфоническим оркестром. Они в этом полугодии тоже будут давать 16 концертов в районах для членов профсоюза нашей республики. Также мы взаимодействуем с театром, с национальным театром Хампаши Нуродилова, которые будут делать выездные спектакли для членов профсоюза в 18 районах нашей республики. Также в сентябре Республиканский совет планирует открытие стационарного компьютерного класса для председателей первичных профсоюзных организаций, который позволит ликвидировать пробел в компьютерной грамотности у профактива. В рамках постоянно действующего семинара запланировано обучение на компьютерных курсах еженедельно по четвергам. В первый осенний месяц на базе санатория Серноводск-Кавказский пройдет очередной обучающий семинар для председателей первичек. Это уже второй семинар, проводимый Республиканским профсоюзом, а уже ноябрьские семинарские занятия проведут работники Центрального совета Общероссийского профсоюза образования. В профсоюзном плане также проведение собраний в первичных организациях с единой повесткой дня о применении нового положения об оплате труда работников образовательных учреждений и задачи профсоюзных организаций. 1 сентября уже на носу, остались считанные дни. Председатель профсоюза образования заранее поздравляет всех педагогов республики. Дорогие учителя, коллеги, примите самые искренние поздравления в связи с наступлением нового учебного года. Ни один труд не требует такой самоотверженности, самоотдачи, таких душевных затрат, как труд учителя. Благодаря вам в республике подрастает новое, замечательное поколение активной, творческой молодежи. Успехи учеников на престижных олимпиадах, республиканских и российских – ваша заслуга и ваш вклад в будущее района, города, республики и страны. Низкий вам поклон и признательность за преданность профессии, мудрость, терпение, веру в своих учеников и готовность всегда прийти им на помощь. Желаю всем педагогам и их воспитанникам много новых открытий, удачных уроков, успешных дел. А профсоюз образования будет вам в этом всемерно способствовать. С уважением, Хизир Магомедович Герзелиев. Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром, как всегда, осталось много еще интересного. Но у вас есть шанс увидеть все на сайте ressовет.ру. Желаю всем педагогам и ученикам удачного учебного года. Пусть он принесет вам много знаний, а значит и успех. До новых встреч. Адикёш.